Здравствуйте. На «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР Салават Хамидуллин. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Мы продолжаем цикл наших программ, где мы говорим о национальных героях, о выдающихся личностях башкирского народа. И сегодня темой нашей программы будет история деятеля башкирского восстания 1735-40-х годов Тюлькучире Аллагулове. Да, хотел затронуть эту личность, но она малоизвестна, читающая публика о нем мало что знает. Недавно, наверное, знаете, есть такой пермский автор А.В. Иванов, который написал «Географ пропил глобус» и так далее. Потом у него был цикл фильмов «Хребет Урала». У него вышло недавно что-то вроде эссе какого-то такого исторического, называется «Виллы». И вот у него там, мне понравился, есть такой пассаж. «Из толщи народов, будто великаны, Алпы, из гор выросли новые вожди Тюлькучура, Мандар и Бепени». Человек, который, он хоть и писатель, но старается изучать историю Южного Урала и вообще всего Урала. Невозможно ее понять без истории башкирского народа и без истории башкирских восстаний, поскольку такое активное освоение и заселение Урала происходило в эпоху башкирских восстаний. Вернее, башкирские восстания стали в какой-то степени реакцией на такую колонизацию Урала, промышленную, горнозаводскую и так далее, которая шла вразрез с интересами башкирского народа и без учета его интересов. Когда говорят Тюлькучура, у меня вот такая ассоциация, когда, наверное, многие читали в детстве романы Фенемора Купера, Мациола, Чинганчгук, Большой Змей. Вот у меня вот такой образ возникает, вот такого воина, партизана, собственно, который тоже достоин пера такого же соразмерного автора, как Фенемор Купер, я не знаю, может быть, и Вальтера Скотта и так далее. Но, к сожалению, про него ничего не написано. А вот мы уже в цикле своих передач затрагивали вопрос башкирского восстания 1735-40-х годов, но мы, в общем-то, рассказывали больше о ходе этого восстания и больше, так скажем, о политических лидерах. Вот Тюлькучура, он не был политическим лидером, он был именно таким военным вождем. Склад характера, видимо, такой был. То есть он хорошо выполнял военные задачи, такой идеологией, что ли, не занимался? Да, он не был идеологом, он был отличный воин, отличный партизан. Хотел рассказать о нем. Ну, как известно, восстание 1735-40-х годов, мы, как уже говорили, было связано с организацией Оренбургской экспедиции, в общем-то, которая ставила цель проникновения в Индию, в страны мусульманского Востока. Поскольку вспыхнуло восстание, пришлось экспедиции планы менять, и вот началось строительство города Оренбург. Но городу Оренбург нужно было организовать бесперебойную доставку провианта, продовольствия, фуража, боеприпасов и так далее, и так далее, и так далее. Поскольку Оренбург находился, это нынешний Орск, чтобы было понятно, потому что Оренбург 2 раза менял свое местоположение. О первом Оренбурге, о котором мы говорим, это город Орск. И он затерянный в степи, совершенно без коммуникации, без ничего. Когда уже шла экспедиция для основания Оренбурга, было совершено нападение на одно из подразделений этой экспедиции, Вологодский драгунский полк, как известно, напал Кельмяк Абыз Нурушев. Это случилось 1 июля 1735 года в урочище Зерган, это сейчас село Зерган Мелюзовского района. Вот с этого нападения началось восстание. Тюлькучура Аллагулов, он был башкиром Сибирской дороги, Удейской волости, а напали на Оренбургскую экспедицию башкиры Ногайской дороги. Это две разные области Башкирии. Ногайская дорога — это все, что к югу от Уфы, а Сибирская дорога — это восточная Башкирия. Тюлькучура Аллагулов был башкиром Сибирской дороги, и интересно, как там это движение разворачивалось, да, было ли оно взаимосвязано. Вот мы по источникам знаем, что нападение на Вологодский полк, Драгунский, основная масса была, как я уже говорил, башкир-ногайской дороги, незначительные были отряды еще башкир-казанской и сибирской дороги. Основная масса башкир-сибирской дороги в этой акции не участвовала, и вот в последующих сражениях с Оренбургской экспедицией. Вот как там на сибирской дороге движение началось. Как я уже говорил, Тюлькучура Аллагулов был башкиром Кудейской волости, родная волость Салавата Юлаева, поэтому Тюлькучура — это такая предтеча, да, этого Салават Юлаев. Салават Юлаев — это уже герой другого восстания. А в 1735 году главным таким вождем башкир-кудейцев был как раз Тюлькучура Аллагулов. Но на начальном этапе движения мы его не видим. Как я уже говорил, он был военным вождем, сугубо такой вояка, рубака, и его не видно. В 1935 году практически его имя не встречается среди вождей движения. Тогда же, в 1735 году, вот для того, чтобы организовать доставку провианта к Оренбургу, в верховьях реки Урал, или тогда Яик назывался, была основана Верхояицкая крепость. Это сейчас город Верхнеуральск. Причем землю под эту крепость из вотчины Каратабынской волости отдал одному из руководителей вот этой Оренбургской экспедиции, Тевкелеву, отдал сам же Батыр Таймас Шаимов.
тоже знаменит, о нем рассказывали в предыдущих программах. Он участвовал вместе с Тевкелевым в миссии в Казахстан по присоединению младшего казахского вуза к России. И вот они настолько сдружились, что Таймас Батыр, Шаимов, Тархан готов был любую просьбу Тевкелева удовлетворять. И тот попросил у него землю, но тот ему дал. Опять же, без мирского согласия. Взял, самолично отдал или продал, в источнике по-разному пишут. Соответственно, вот этот шаг, он вызвал недовольство его одноволощан, совочинников, башкир-каратабынцев. И вот поднялся такой лидер каратабынских башкир Юсуп Арыков. И вообще в этом движении, между прочим, прослеживается вот такая тенденция. Если башкирская знать, она в целом заняла вот такую проправительственную позицию, то как раз главную скрипку в этом восстании стали играть именно рядовые башкиры. Малоизвестные, которых в предыдущем, самом-то мощном восстании Алдаровщине толком-то и никто и не слышал о них в то время. Ну, тогда они, конечно, людьми еще были молодыми, может быть, это тоже как бы сказывается. Но тогда был лидером Алдар Тархан, Исикеев в предыдущем восстании. И вот новое восстание. И тут возникает молодая поросль вот этих борцов. И получилась вот такая интересная ситуация. Они вот этих стариков, вот эту знать, того же Алдара, отметают и объявляют их куштанами, то есть как бы мироедами, предателями, приговаривают даже к смертной казни там на одном из советов, в том числе и Алдара Исикеева. Тут ситуация была неоднозначна, как мы говорили в прошлой программе, там Алдара нельзя назвать, а что он предатель. Но это был его политический расчет, который не удался. Ну, молодежь не хотела этого не понимать, никаких, в общем-то, логических объяснений, действий Алдара и так далее. И вот всех поголовно объявили врагами народа и приговорили к смерти. И вот эта молодая поросль выходит, причем сама воспитанная в эпоху Алдаровщины, от этого времени полной дикой воли, на впитавшей в себе в дух Алдаровщины, и вот они своего, так сказать, идейного отца объявляют врагом народа и так далее. Надо здесь признать, что люди, по сути, выросли в независимой тогда Башкирии. Не то, что в независимой. Она до этого, там, скажем, Башкирия, она еще не была окончательно интегрирована, была такой полунезависимой провинцией, но здесь вот они увидели воочию, что при желании, если народ встает, то может противостоять Российской империи, то, что Алдар показал. И вот они решили то же самое повторить опыт Алдаровщины. Вот сейчас мы встанем, молодежь, стариков отметем и дадим этой империи так, что... Но дело в том, что империя за это время уже не та империя, вот за эти 30 лет, это уже значительно окрепшая была империя, у которой возникло мощное регулярное войско, которое уже... Империя находилась в преддверии больших побед. Именно самого взлета, который при Екатерине, вот этот пик империи. Мощь империи себя показал во время Семилетней войны, когда русская армия разгромила фактически императора Фридриха II прусского, там, которого непобедимого императора. И вот уже все, ситуация вот такая была. Но, тем не менее, башкиры дерзнули поднять восстание. Я же говорю, плебейские слои, рядовые башкиры. И Юсуп Батыр осадил вот эту Верхнеяицкую крепость. И когда из сибирских слобод, и вот конкретно из Чеченской слободы пошел этот продовольственный обоз к Оренбургу, там была как маршрут проходил, Чеченская слобода, туда и в Чеченскую слободу из сибирских различных хлебных слобод привозили хлеб, потом должны были везти до Верхояицкой крепости, потом грузить все это на лодке, на барже и по Яйку спускать к городу Оренбургу, Корску. И вот здесь Юсуп Арыков осадил Верхояицкую крепость, обоз не допустил, осадил в степи, обоз там тоже ведь охраняло человек там 500-700 войск, атаковал обоз, они обложились телегами в Эгенбург и сели в степи. Именно подмогу был послан уже сибирский драгунский полк во главе с Арсеньевым. Юсуп Батыр напал на этот сибирский драгунский полк, нанес ему ощутимый удар, полк не смог пробиться и обратно ушел, отступил. Хотя, видите, какие там значительные силы были. Сам гарнизон Верхояицкой крепости, охранение обоза во главе с майором Шкадером или Шкадером, сибирский драгунский полк Арсеньева, попытка прорваться не удалась. В итоге гарнизон в начале будущего 1936 года умер от голодной смерти. Вот этот Орский гарнизон. 700 человек. Это огромный фактически полк целый. То есть не могли даже эмигрировать, не знаю, перейти в другое место? Они попытались. Был месяц январь или февраль. Дорог нет. Там 200 человек они оставили, и 500 человек там или сколько пошли в Сакмарскую крепость. Это сейчас село Сакмарска, прям вот там, не знаю, 20 километрах от современного Оренбурга. Но по дороге все замерзли от холода. Какая-то жалкая кучка дошла. Фактически Оренбург и гарнизон был уничтожен. Что они сделали вот этой блокадой? Но гарнизон Верхояицкой крепости, тоже не выдержав вот этой осады, сдался на милость, вышел. И в это время один был башкир Аладжи Ангул, как написано, против мирского решения, против воли остальных там решили вывести и отправить их в Освоясь, это Оренбург, а крепость срыть. Он взял, напал, и весь гарнизон Верхояицкой крепости был перебит, там же на месте. 2 роты солдат, вот такие огромные потери. И мы не видим здесь пока... В этих событиях, безусловно, участвовал Толкучур Аллагулов, но он был еще не на первых ролях. Его фигура, в общем-то, всплывает уже в 1736 году. Толкучур Аллагулов собирает свой отряд,
Что подвигло вот к таким жестокостям, во-первых, по отношению к той же гарнизону Верхояицкой крепости и так далее. В это время полковник Тевкелев устроил Сиантузскую резню в Балыкчинской волости, когда было больше 1000 человек уничтожены, убиты, а 100 человек были заживо сожжены в амбаре. А вот это известие подвигло башкир именно вот на эти жестокости ответные. И тут уже все, война пошла по-настоящему. Ведь на самом деле шли вот эти провианские обозы, шла вот их блокировка, башкиры не ставили цель уничтожить вот эти обозы, больше была такая демонстрация, не пропустим и все, осадили в степи, а потом дали им спокойно отступить. Такое хулиганство своего рода. Ну, перегородили дорогу, те не пробились, ушли обратно. Не стали добивать вот эти провианские обозы. Когда вот Тевкелев, то, что он сотворил, в общем-то, все. Здесь вот это, скажем, вот был тот Рубикон, та была черта, точка невозврата, после которой движение по-настоящему развернулось. После вот этой акции Сиантузской резни Толькучура Алагулов сразу же предпринимает как бы ответные действия. Собрал отряд и совершил внезапное нападение на Уфу. Он пришел сюда, опустошил окрестности и остановился в Кубовской волости. Это вот деревня Старая и Новокубово сейчас, Глинского района. Вот там стоит, ждет. И к нему навстречу из Уфы, чтобы разгромить его, воевода Мерзлюкин отправил отряд. 300 солдат и 150 уфимских дворян и казаков под командованием секунд-майора Артищева. 450 человек, фактически полк, целый крупный отряд, выходит туда, идет в деревню Кубово, и, как писал Мерзлюкин, с которыми ворами и бунтовщиками февраля 14 дня у вышеупомянутого майора Артищева под деревней Старый Кубов, которая от Уфы в 30 верстах, был немалый бой. Но он так смазал все это, отчитался, что потеряли убитыми отряд более 50 человек. Но на самом деле вот здесь на этом примере мы сталкиваемся с примером, что многие военачальники намеренно занижали потери. Потому что тот же самый Рычков, который участвовал во всех этих событиях, писал о 100 убитых. Пишет: означенный капитан Корюгин в составе майора Артищева отряда был, а с ним поручик Аничков, уфимский атаман Кадамцев и лучшие из уфимских дворян и казаков, людей всего регулярных и нерегулярных, более 100 при означенной деревне Кубов побиты, которым авантажем воры-башкирцы с наибольшим злодейством ободрились и премногие пакости около города Уфы делали. Был убит, он пишет, более 100 регулярных и нерегулярных, лучшие из уфимских дворян и казаков погибли, в том числе уфимский атаман Кадамцев, предок братьев Кадамцевых, знаменитый дворянский род Аничковы и так далее. Аничков погиб. Больше 100 человек, это было очень сильные потери. После этого, опустошив окрестности, Толькучура двинулся дальше. После вот нападения на Уфу Толькучура двинулся на север, как раз на территории современного Балтачевского района, где находились верные правительству, селение мишарских старшин. Деревня Богданова тогда называлась крепость Богдан-Коши. Там была сооружена крепость. И вот он туда двинулся, произошло несколько сражений. Тевкелев, узнав, что вот идет фактически уничтожение селений мишарских старшин, отправился к ним на помощь. И вот там произошло значительное сражение. Толькучура уничтожил одну драгунскую роту, которая вышла из Богдановской крепости, Богдан-Коши, и происходили там такие серьезные сражения. Ну, в итоге, если бы Тевкелев туда не выдвинулся, судьба была бы очень плачевная. Там никого бы не пощадили однозначно. Генерал-лейтенант Румянцев был командующим в это время всеми карательными войсками. Видя вот такой размах движения, запросил помощи у центральной власти, командования, и попросил прислать на выручку Астраханский драгунский полк. И вот этот Астраханский драгунский полк двинулся в Башкирию. Астраханским драгунским полком командовал полковник Мартаков. Он прибыл на Сибирскую дорогу, и началось вместе с отрядом полковника Тевкеля, вот они начали настоящий геноцид башкирского населения. Было сожжено 51 деревня и убито где-то больше 2000 взрослых и детей. Начали все уничтожать. Естественно, Толькучура Алагулов внимательно следил за действиями вот этого Астраханского драгунского полка Мартакова. И летом, уже 25 июня 1736 года, когда вот этот полк находился под городом Красноуфимском, атаковал этот полк. Здесь он проявил себя как такой хитрый воин, хитрый партизан. Он заметил, что вот этот бивуак полка, в отдалении от него стоит пикет. Пикеты — это незначительные отряды. Он решил напасть на этот пикет, который возглавляли поручики Бандемир и Вепревский. А когда уже основные силы полка на выручку поскачут, драгуны же это все-таки в первую очередь конные воины, солдаты, поскачут на помощь этим пикетам, встречным ударом нанести урон вот этому драгунскому полку. Ну и да, на самом деле, Мартаков дальше писал, что Толькучура напал на пикеты, и когда он послал, как он пишет, видя жестокий их бой, я выступил с пехотой в Сикурс. Сикурс — это, то есть, в помощь. И как же онные воры, разобрав наших лошадей, и наступили на нас жестоко,
всем своим воровским собранием, и как я ранен, и от раны не мог более действовать, поехал к крепости. А при команде остались капитан Астраханского полку Хорохорин, Казанского полку Кудрявцев, Равич, и по жестокому их нападению более не могли противиться и шли к крепости. Опять он все так пишет, находя такие выражения мягкие. Не шли, конечно, бежали. Драгунский полк Астраханский, Тулькучура на них напал, не выдержав натиска отряда Тулькучуры, фактически бежал. Потом Мартаков писал, что вот при этом сражении всех чинов было 119 человек было убито. Но опять историки подозревают, что это была значительно заниженная цифра, что фактически там было убито как минимум 200 человек, а Драгунский полк это сколько? От 500 и выше. Была уничтожена треть полка. Огромная победа Тулькучуры. И вот если мы сравнение, допустим, с какими-то с индейскими движениями, как я уже говорил, что вот он мне напоминает какого-то вождя, полевой командир, который следопыт, который вот ходит, значит, своим отрядом по степи, наносит вот эти удары. Допустим, самое известное вот это сражение, когда вот неистовая лошадь напал на 7-й кавалерийский полк генерала Кастера, воспетый в американской истории. Вот там было убито 200 человек. И это вот стало... Сопоставимые вещи. Все то же самое было вот в одном сражении. Для башкирской истории это рядовое сражение, а в истории индейских войн это как бы центральное вот такое событие. Причем нападение Тулькучуры на Астраханский Драгунский полк вряд ли можно назвать совпадением. Скорее всего, это было спланировано, синхронно. Вот эти два события были запланированы. Буквально через 3 дня после нападения Тулькучуры на Астраханский полк Кельмяк Абыз-Нурушев со своим войском нападает на лагерь генерала Румянцева в деревне Юрмикею Туймазинского района. Произошло там тоже было страшное сражение. Вот, и опять же генерал Румянцев сказал о 95 убитых, а Рычков писал о 180 убитых. Генералы старались все это занижать. Вот эти два сражения, причем произошедшие синхронно, просто подорвали моральный дух генерала Румянцева. Два вот таких сражения, сам чуть не был разбит. Плюс Астраханский Драгунский полк был практически разгромлен. После этого одновременно произошло нападение ганинских башкир на значительный отряд вот этой вольницы. Вольница, что такое вольница? Это отряды вольницы, это из всех, кто желал, из обывателей, мещан и даже крестьян набирались отряды, они вооружались, такие отряды милиции, и в награду за добычу, которую они добудут во время своих походов, вот эта добыча все им оставлялась. Охотники, все наиболее такие смелые в военном отношении люди, опытные, сбивались вот эти отряды вольницы. И вот ганинские башкиры в это же время тоже разгромили большой отряд вольницы, 1500 человек. И вот эти 3 синхронных поражения, произошедшие, потом Румянцев такую выволочку получил от Анны Ивановны, которая отчитала его, почему допустили, имея 15 тысяч армию у себя под носом, воры там, изменники творят подобное. И вот после вот этих событий генерал Румянцев написал рапорт о переводе его из Башкирии на Турецкий фронт и отбыл в распоряжение фельдмаршала Миниха. И вот после вот серии вот этих сражений власти вступили в переговоры с повстанцами, предлагая, в общем-то, им покориться, сложить оружие, выслушать их требования и так далее. Беда в том, что возможно, вот тогда бы уже восстание закончилось, если бы кто-то был другой человек, а не Татищев, который, в общем-то, тогда возглавил управление восстанием. Татищев, это был тот еще и иезуит. Вот он был такой большой формалист, легист, которому мало было фактически принесения повинной. Когда башкиры писали, он требовал: вы почему называете в своих прошениях, а там башкиры как пишут: вот мы затеяли войну с матушкой императрицей, мы хотим больше не воевать, а хотим покориться. Он говорит: вы и не называете то, что вы там войну пишете. Вы воры, вы бунтовщики, пишите, что вы не воевать, а воровать больше не будем. То есть такой легист. И требовал вот этого соблюдения. Если война, фактически он исходил из того, воюют только равные друг с другом 2 субъекта могут воевать. А вы воевать не можете, вы только воровать можете. Бунтовщики. И таковым признавать. И вот, цепляясь вот за такие формальности, фактически он просто затягивал переговоры, и они в итоге ни к чему не привели. Потом начал требовать выплаты штрафных лошадей, поскольку повстанцы, вот это для них это был самый больной вопрос, выплат штрафных лошадей, потому что, лишившись конского состава, вообще воевать не смогут. Башкирский воин — это в первую очередь конный воин, это всадник и так далее. Поскольку она ни к чему не привела, башкирское общество, оно ведь было такое демократическое, мирские люди требовали от вождей, чтобы примирились. Вот было требование. И буквально Юсуп Батыр-Арыков сказал: ну ладно, хорошо, если вы там требуете, я вот прям возьму и свою голову, выражение его, свою голову понесу царице. И вынудили его, Юсуп Батыра, пойти на переговоры и сдаться. И вот когда Юсуп Батыр оказался уже под арестом, именно в этот момент, когда башкиры сибирской дороги лишились своего вождя, на первую роль поднимается уже Тулькучура Алагулов, Мандар Карабаев, Бепени Турупбердин, уже другие вожди. Одно из крупных сражений, то же самое уже в 37-го и 38-го годов, когда уже вождями стали Тулькучура Алагулов, Бепени Турупбердин, Мандар Карабаев,
Было также нападение на Ямбурский драгунский полк, когда был тоже уничтожен один из отрядов Ямбурского драгунского полка. Плюс они совершали рейды по всей Башкирии. Восстание уже стало выдыхаться. Оно перетекло в такую фазу, больше такой стало приобретать вид не фронтальных сражений с регулярными войсками, а вот именно таких партизанских действий против верных старшин, против отрядов мишарских старшин и так далее. Но я хотел бы об одном еще моменте рассказать. Вот один из эпизодов, почему вспоминается сразу Фенемор Купер и какие-то вот такие сюжеты романов, описал академик Лепехин, который в 70-х годах был в Башкирии. После того, что когда Тулькучура Алагулов разгромил Астраханский драгунский полк, он решил взять штурмом Красноуфимск. И вот они пошли на Красноуфимск, видя, что Красноуфимск взять не удается, решили подступить к Ачетской крепости. Это сейчас, по-моему, город Ачет Свердловской области. Туда двинулись и решили вот эту Ачетскую крепость взять. Поскольку у них драгунской формы было много, амуниции и так далее, переоделись в драгунскую форму и решили незаметно подъехать. Лепехин пишет, что они, содрав, с них, драгун, платье и оружие, украсили онами своих сотоварищей. И, видя драгунском, во всяком порядке на драгунских лошадях приближились к Ачетской крепости. Но чтобы обман сей тем более прикрыть, оставили одного драгунского барабанщика, который должен был бить благополучный поход. В случае тревоги одна дробь, в случае победы другая дробь. Вот якобы драгуны возвращаются после благополучного рейда, приказали вот такой вид дроби бить. Должен был бить благополучный поход. Ачетская ландмилиция, вот я же говорил, это вольница, состоявшая из мужиков, будучи наружным обманутым видом, отворила ворота своей крепости и дожидалась гостей. Но барабанщик, не рача о своей жизни и наблюдая долг верного солдата, вместо похода забил тревогу. И тем дал знать ачетцам, с кем они должны иметь дело. Ачетцы пресекли намерения башкирцев, которые, оказав свою суровость над барабанщиком, ввиду ачетцев, отступив от крепости, воротились и перебрались через Уфу, и Уфу-реку. Вот этот смелый барабанщик, ему сказали, давай, бей дробь торжественно, что вот мы возвращаемся, а тот забил тревогу и спас вот эту крепость от поражения. Чем, так сказать, не сюжет, описание приключенческого романа. В итоге в 1939 году уже фактически силы повстанцев иссякли, людей практически было мало, многие погибли в боях, население обескровлено. И вот уже в 1939 году у Тулькучуры Батыра людей-то уже там было несколько десятков всего лишь. И вот как раз в это время по сибирской дороге шел отряд капитана Стрижевского, как раз который занимался изъятием вот этих штрафных лошадей. Тулькучура Батыр, у которого там было 27 человек, шансов разгромить отряд Стрижевского, никакого не было. Но, тем не менее, он почему-то отважился совершить вот это нападение, стал набирать людей. И, узнав об этом, верные старшины самой же Кудейской волости, то есть его соплеменники, вот это знать Кудейской волости, Шиганай Бурчаков, старшина, и Юнус Тархан Теперишев, собрав отряд в 300 человек, выступили и атаковали небольшую горстку вот этих воинов Тулькучуры Батыра. Окруженные со всех сторон повстанцы попытались прорваться сквозь строй, но тем не менее у них ничего не получилось. Тулькучура Батыр был схвачен и выдан властям. Был казнен уже Мензелинский вместе с другими вождями в сентябре того же 1739 года. Вот такая судьба Тулькучуры Батыра. Она интересная, это был такой суровый воин, удачливый полководец, и я считаю, что достоин пера какого-нибудь романиста. В завершение хотелось бы уточнить, его имя как-то увековечено на территории Башкирии? Нет, никак, нигде не известно. Кстати, его имя Тулькучура. Тульку – это лис, Чура – это витязь. Ну что ж, сегодня в программе «История башкирских родов» мы разбирали биографию Тулькучуры Алагулова. Я напомню, что у микрофона был Руслан Валиев и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шужере». Спасибо большое, Спасибо. Салават. Спасибо всем, до свидания. До свидания.